Осмыкович Наталья. Номер 21 Станкевич Карина. Номер 23 Побегайла Анастасия. Номер 25 Эби Аномис. Номер 33 Красикова Анна. Номер 44 Богдан Валерий. Номер 99 Пинчук Елизавета. Главный тренер команды Андрей Пышкин. Сегодняшнюю игру обслуживает следующая бригада судей. Главный судья Конопляникова Елена. Помощники судей Горобцова Ксения, Соколович Валентин. Четвертый судья Городскевич Владимир.
Добрый день, уважаемые болельщики и любители спорта. Я Владислав Франкевич, рад приветствовать вас из комментаторской кабинки АБФФ, откуда сегодня вместе с вами мы понаблюдаем за прекрасным матчем Минска и сборной Гомельской области. И сразу приступлю к составам команд. Начну с хозяев поля, с Минска. В воротах номер 12 Малаева Полина, 21 Станкевич Карина, 33 Красикова Анна, 44 Богдан Валерия, 23 Побегайла Анастасия, 17 Смыкович Наталья, 7-я САС Анна, 14-я Марчик Виктория, 99-я Пинчук Елизавета, 16-я капитан команды Суровцева Милана и 25-я Эби Аноми. Тренирует команду Пышник Андрей. В воротах сборной Гомельской области сегодня 18-я Громык Анастасия. Полевые игроки: 5-я Гут Анастасия, 14-я Бодракова Валерия, 11-я Диковец Виктория, 15-я капитан команды Шила Анна, 8-я Кузьминцова Вероника, 6-я Тихонова Яна, 9-я Неберова Валерия, 10-я Кожарская Анастасия, 17-я Тарасенко Дарья и 4-я Пружинина Татьяна. Тренирует команду Барсук Леонид. Да, на самом деле очень интересный матч. Во всяком случае, посмотреть на Минск, в который совершенно недавно по удивительным даже обстоятельствам с Неманом в кубке сыграл 1-1, и лишь по пенальти там выяснилась ситуация 2-4. Ну, тоже был очень напряженный матч. И опять же, 13-й тур, уже чемпионат перешагнул свой экватор, и поэтому я думаю, что сенсации какие-то могут и возникнуть в любом случае. Конечно, второе место сейчас у Минска, и этому второму месту мало что угрожает. Отстают они на 3 очка от Динамо, имея 12 игр, у них 33 очка. У Динамо на 3 больше. Что касается сборной Гомельской области, то команда занимает 9 место, и 12 игр, 3 очка. Победили они единожды Брест. Ну вот в целом такой расклад сегодня у нас. Кто обсудит этот матч? Главный судья Коноплянникова Елена, ее помощники Горовцова Ксения, Соколович Валентина, 4-й судья Городскевич Владимир. Видим мы, что по большей части работает женская бригада арбитров, но это не удивительно. Ну вот начинает, как обычно, начинает Минск с давления. Команда Андрея Пышника, вот можно отметить, постоянно бежит вперед, постоянно прессингует, и каждый раз вот этот вот надежда на быстрый гол, она возникает. Не получается сделать хороший заброс в штрафную. Богдан Валерия это делала. Что касается последнего матча у Гомеля, то это вот она играла с Зоркой. Проиграли девчонки у себя дома с крупным счетом 0-8. Ну и тогда, да, знатно Зорка покуражилась. Было видно, что, конечно, ничего противопоставить сборная Гомельской области не может. Это у нас Побегайлов врывается в штрафную. И неудачно чуть пробивает Осмакович Наталья. Да, увидим мы сегодня, на самом деле, интересный футбол в плане, я думаю, забитых мячей. Видим мы, как полевой игрок Гомеля будет вводить мяч в игру. Пинчук. Снова Пинчук. Пас, ну, не разобрались они с Осмакович в данном эпизоде. Ну и вот выносит вперед мяч Громыко Настя.
Очень хороший перехват прямо сейчас демонстрирует нам Кажарская Анастасия. Бежит вперед, но, конечно же, здесь ей противостоит Биономия. И эта футболистка не даст пройти никому. По крайней мере, в нашем чемпионате она это уже много раз доказывала. Ну, вот видим мы такую защитную линию. Больше похожая на такую 4-5-1 сборной Гомельской области. И очень широко располагаются девчонки. И видите, вот, наверное, опять же, да, сила чемпионата нашего. Наверное, только я так могу вспомнить вот эту вот Испанию 10-х годов или Барселону, да, времен Хосепа Гвардиолы, когда центральные защитники, в данном случае это вот Красикова Анна, да, находятся не просто в центре поля, а в середине практически чужой стороны, и начинают именно они атаки своих команд. То есть эти вот дальние забросы. Ах, неудачно чуть действует Исмыкович. Вот. И быстро пробуют девчонки вводить мяч в игру. Свистит у нас Коноплянникова. Да, вот в начале матча я сказал, чем непредсказуем женский футбол, так это вот именно тем, что порой такие нелепые голы прилетают в ворота и даже зачастую фаворитам. Богдана мяча. Добро штрафную. Там никто даже не отозвался на этот мяч. Ну, тоже интересно было. Наверное, она, может быть, и пыталась закрутить, но не прям чтобы сильно. Шила Анна с мячом. Капитан команды. Очень, на самом деле, опытный игрок. Это стоит отметить. И постоянно, не зря она лидер. Постоянно она своих партнеров по команде подбадривает, гонит вперед. Суровцева. Добро штрафную. Ну, там вот на острие Побегайло была. Кстати, Побегайло Анастасия лучшим бомбардиром является. 17 мячей у нее в активе. И сейчас она будет подавать угловой. Я думаю, интересно должны что-то придумать были девчонки. Поскольку вот Пышник Андрей, ну и его помощники много отрабатывают стандартов на тренировках. Это заметно. Вот, различные комбинации. Кстати, вот на чемпионате Европы прямо сейчас много стандартов. Вот именно вот австрийцы и хорваты. Вот две команды, которые очень классно и интересно разыгрывают. У нас тут опасно. И вот снова мяч выходит за пределы поля, но в данном случае уже в пользу Гомельской области. И вот видим мы, как высоко все-таки построились девчонки. Вот тоже интересный такой момент. Суровцева и Побегайло. Часто меняются позициями девчонки. Взаимозаменяемые. Вот опасно у нас, опасно. Смыкович с мячом. Не дает она уйти. И Богдан еще поборолась. Ну вот видим мы давление и явное преимущество столичной команды.
Опять же, мяч сегодня должен, как говорят, передвигаться быстро по мокрому газону. Но у нас скорее море. Очень плохая погода. В столице уже второй день. А это удар. Пинчук его проводила. Так вот, да, то жара, то очень сильно зальет. Прям в центре Минска на лодках плавали. Поэтому вопроса, конечно же, о перенесении матча не возникало. Но были такие, конечно же, обсуждения и разговоры. Побегайла. Входит в штрафную, обманным путем. Убирает она защитницу, но... Кстати, вот Кажарская в Гомельской области, стоит на нее обратить внимание. Очень интересно, она вот прямо сейчас она с мячом. Очень интересно и классно играет с фаворитами и с лидерами турнирной таблицы. А у нас гол. У нас гол, и причем спокойно мяч залетает в ворота. Уже на 10-й минуте. Кстати, от кого не ожидали, так это Станкевич Карины. Вот повтор мы с вами смотрим. Посмотрела. Раз, два. Ну и вот. Спокойный удар. Не отреагировала на него Громыко Настя должным образом. Пинчук вперед. Суровцева уже тут как тут. Разгоняет атаку Суровцева, но и чуть-чуть там, конечно же, передержала мяч. Не получилось вовремя отдать пас, и мяч переходит к Гомельской области. Очень, кстати, тоже интересный момент вот про лучших бомбардиров. Диана Вакуум из Зорки переходит в Минск. 18 мячей у нее, то есть вот в данном случае, да, если там Побегайла сегодня не отличится или Суровцева, то Диана пока что будет лидером команды, конечно же. Хороший трансфер, хорошее усиление. Перекладина у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Громыко очень обидно, очень досадно. Легкая потеря и, с другой же стороны, легкая добыча для Побегайла. И вот отличается она Побегайла. Только я сказал про ее результаты. Ну, вот так вот. Снова, кстати, угрозу воротам Станкевич создала. Именно от нее мяч полетел. РК с ворот. И 2 минуты прошло с момента забитого первого мяча. Осмыкович. Ну вот, не получилось у Осмыкович тоже отличиться. Ну, момент опасный. Опасный момент. Ну, странно, центр пропадает защиты. Шила на все мячи выходит. Теряет позицию, а ее никто не страхует. Очень как-то пассивно возвращаются в оборону. Команда Гомельской области. Громыко мяч в руки брать нужно. Кружили, как вороны, Суровцеву. Защитницы Гомельской области не дали ей тем самым отличиться. Конечно, класс игроков отличается, но
таких вот единоборств, да, стыковых моментов сразу выпадает Гомель. То есть при том же даже отборе они как будто бы просят отдать им мяч. Не идут в контактную борьбу, а словесно пытаются договориться. Но, как известно, в любом бою, в любой драке тактичным быть не нужно. Нужно показывать результат. Ой-ой-ой, как ты посмотри, а? Марчик Виктория, это... Ну, просто Роналдо где-то в ней живет, 100%. А даже, я бы сказал, Ибрагимович. Вот. Любит данный футболист Златан бить через себя. Атакует Минск, ну, легкая потеря. Ну, вот незрячий пас, вот просто, ну... Я думаю, что за 13 туров можно было бы, конечно же, попытаться хотя бы научиться пасовать, научиться видеть поле. Ну и опять же, конечно же, очень хорошо в любом случае для развития футбола. То, что есть команды в регионах. Конечно же, много разговоров и от тренерского состава, от начальников команды, что порой не хватает где-то финансирования, не хватает где-то средств каких-то. В любом случае, все это решается, футбол развивается, федерация пытается всячески помочь. И опять же, если смотреть на результаты международные, то это неплохо получается. Вот буквально вчера, к примеру, сборная женская до 17 лет Армению выиграла со счетом 6-0 в рамках подготовки к Евро 2021 года. Побегайла. Осмыкович. Ух ты, какой подкат классный, а! Вот это молодец. Вот это, конечно, Тихонова Яна среагировала. Не готова даже, мне кажется, Осмыкович была к такому. Ну и что, Пинчук у мяча. Авес. Ой, браво. Браво, Громыко. Вот это мяч вытянуло. Мне просто интересно, первый, да, вот помните, забитый мяч, она не вытянула, а тут прям в стиле Куртуа, Нойера подпрыгнула. Показала свою растяжку. И еще один штрафной гол. Офсайда нет там. На 17-й минуте забивает 25-й номер. Это, конечно же, Эбби Аноми. Второй матч подряд она отличается. Ну что, вот мы видим уже 3 забитых мяча. Буквально за 10 минут они забиты. Ну вот тоже интересно, конечно. Минск вот, в таких явных и очевидных играх. Первый тайм забивает, второй отдыхает. Просто порой все-таки команда, опять же, готовится к Международной Лиге Чемпионов и другим кубкам, чтобы это просто не сказалось на, опять же, той же психологии девушек, поскольку в своем чемпионате там отыграется хорошо и потом экономить силы. Никто не говорит, конечно, чтобы там они
выкладывались по полной, когда уже победа у них в кармане, но это футбол, и даже как нейтральному болельщику хотелось бы видеть полностью всю выкладку игроков. Бианоми как прошлась, а? Ну что, Побегайла? Она просто как будто... Не пенальти. Не пенальти у нас. Все спокойно, все в порядке. Вот как будто на тренировке Побегайла прямо сейчас пробежала. И вот, смотрите, вот я про кого и говорил. Наверное, из сборной Гомельской области пробежать пол поля с мячом, Кожарская, Настя, это, пожалуйста, к ней. Мне очень понравилась Кожарская, когда играла в Могилеве с Днепром. Очень классный матч там получился. И, опять же, подопечных Михаила Соболева. Но Кожарская классно отработала. Ну вот опасный момент еще один. Смыкович не дотянулась до мяча. Скорее действовала не по мячу, а по партнеру по команде. Тоже так, там очень было важно сохранить линию офсайда и прочее, ну. Не добралась. Снова Шила. Вот мне интересно, играет команда как-то так по флангам, пытается через фланги выйти к сборной Гомельской области. Хотя фланговых игроков таких быстрых и нет. В любом случае, как-то вот... Нужно действовать, я думаю, забросами какими-нибудь. Хотя и в нападении тоже недостаточно высокорослые игроки. А у нас мяч покидает пределы поля. Но мог созреть опасный момент. Да, показывает помощник судьи, откуда должен вводиться мяч в игру. Сразу Космакович мяч прилетает. Ну, видимо, что да, не выдается такой должный прессинг Диковец Виктории. Побегайла. Как же Побегайла легко ушла от Шила. Мне просто кажется, что вот какие-то эпизоды, да, сборная Гомельской области просто не включается должным образом в работу. Поскольку посмотришь, да, в каких-то таких простых, нелепых ситуациях, они бегут настолько быстро, а когда это действительно нужно, они просто берут и останавливаются. Возит из аута Гомельская, сборная Гомельской области мяч. Красикова назад. Вот, наверное, одно из первых касаний мяча Малаевой. Кстати, о вратарской позиции, если говорить у Минска. Покинула клуб Мария Толстая, вратарь команды. Перешла она из Минска в команду АБФФ. Ну и обратно также вернулась вместе с ней Карина Товаревич и Елизавета Гиба. Ну, тоже, кстати, Елизавета Гиба хороший игрок. И в любом случае, ну и все из вышеперечисленных усилия, то я уверен, команду АБФФ. Но что еще больше, конечно же, даст нам борьбы в чемпионате и зрелищности. Просто раскатывают
Мяч девушки из столицы. Станкевич. Не получается удар у Смукович. Будет у нас очередной угловой. Не получился. Мяч довести до адресата. Ну и второй такой опасный момент, который тоже ни к чему не приводит. Ну и требует тренерский состав сборной Минска. Минска играть более выше, более активнее. Через центр, да? Какой хороший пас сейчас Красикова сделала. Летит Суровцева вперед. Далеко отпустила мяч. Станкевич. Практически получилось через правый фланг действовать у девушек. Богдан там до мяча практически добралась. Марчик оказывается на левом фланге. Вот это да. Вот это интересно. Ну и влетает там. Рядом со штангой. Бегайло это. Просто вырезала мяч. Хорошо, конечно, она Бегайло на газон упала, приложилась. Надеюсь, что все в порядке с ней. Продолжит она игру. Кстати, вот по уровню, наверное, таких вот стыковых моментов как раз-таки Побегайло одна из немногих, кто чаще всех идет в Минске в отбор. Это точно, это заметно по матчам. Причем неважно, это противостоит Динамо, либо же сборная от Гомельской области. Смелая девушка. И очередную атаку начинает Минск. Да, сложно, конечно же, сложно. Сборной Гомельской области что-то противопоставить такому Минску. Ну, вот забирает мяч в руки Громыко. Но прям в руки ударила Смукович. Поэтому, я думаю, не составило труда. А это просто подарок. Подарок для Марчик. С одной стороны, конечно же, хочется сказать, куда сборная Гомельской области спешить в плане вывода быстрого в игру мяча. Но с другой стороны, если девушки не спешат, гол, то тут же накрывают их. Классный гол.
залетает просто отлично. Побегайло. Снова забивает на 28-й минуте. И вот так вот попробовали пробить вперед. Ну и что сказать. Побегайла Анастасия, забивает вот она. 19-й мяч. И сравнивается с Дудко из Немана. На одну позицию они становятся по забитым мячам и в борьбе за золотую бутсу. Тоже немаловажно. Ну, когда вы видели, чтобы настолько был высокий прессинг, чтобы один защитник против 3 нападающих штрафной. Я думаю, что если только в матче с Брестским Динамо. Ну и вот. Тот момент, да, когда просто игрок сборной Гомельской области еще только бежит за мячом. Он уже в ногах у кого-то из игроков оппонента. Дальний удар. И залетает мяч в ворота. Залетает мяч в ворота. Эбби Аноми делает дубль на 30-й минуте. Мяч в ворота сборной Гомельской области забила Эбби Аноми, номер 25. 5-0, друзья, у нас. И сыграно только 30 минут игрового времени. И снова побежали девушки из Минска зарабатывать себе статистику. Мне кажется, вот по такой игре, да, убери даже 3 игроков и оставь 8 у Минска, все равно бы счет был приблизительно бы таким же. У нас фол. И вот за 31 минуту я не помню, чтобы девушки из Гомеля перешли настолько далеко с мячом на сторону соперника. Не доходит мяч до адресата, а это была возможность. Быстрая контратака. Ну, конечно, тут подловить это для Минска вообще ничего не стоит. Посмотрим, как сейчас распорядится Осмакович с мячом. И что, головой удар у нас будет? Вроде бы встает, вроде бы все нормально. Но тоже вот это вот женский футбол чем и хорош, да, что она вроде бы видит в препятствии, но бежит прямо на него. Убегайло у мяча. Будет грузить в штрафную именно она. Ну и спокойно мяч выбивает за пределы поля Ниберова Валерия. Это гол. Это гол, и тут нечего больше добавить, друзья. Очень спокойно, очень быстро разыграли мяч. Смотрите просто какой момент.
Я вот только думаю, а коснулся ли мяч Шила там вот? Не от нее ли он ушел? Ну, повтори, не прям, чтобы было заметно видно. Гомельской области забила Суровцева Милана, номер 16. Нет, записывает все-таки мяч на 16 номер, на Суровцеву. Мне почему-то вот так вот с одного ракурса показалось, что все-таки Шила там коснулась. Ну что, и вот и Суровцева тоже догоняет. Она, так сказать, потихоньку подбирается к Побегайло. 17 мячей забитых у нее. 2 отставания. Вот можно сейчас сокращать. Ах, забирает мяч в руки Громыко. Марчик. Хорошей техникой обладает Марчик. Ну и вот странно, что нету такой четкой защитной линии в сборной Гомельской области. Под себя убирает Убегайло. Левой ногой она делает удар по воротам. Спокойно она разобралась прямо сейчас с Кузнецовой Вероникой. Ой-ой-ой-ой. Это просто подарок. Ну, я думаю, что до конца тайма как минимум один забитый мяч мы должны увидеть с вами. Марчик, а? Снова вот Пожарская, браво просто. Ну что? Удар. И забивает. Забивает Осмыкович. Вот, наконец-таки она забила, потому что я вот по моментам созданным видел, что она многие атаки разгоняет, а как-то отличиться не получается у нее. Вот и отличается, и вот уже на 36-й минуте. Гомельской области забила Наталья Осмыкович, номер 17. Вот с разницей в 3 минуты пока что последние мячи у нас залетают. И недоволен. Недоволен тренер сборной Гомельской области, что вот, ну, так просто. Но опять же, вот общавшись с тренерским составом, я скажу, что у девушек, опять же, есть какие-то свои вопросы в плане там учебы, работы. Не всегда получается тренироваться вместе должным образом и толком. Именно поэтому такой результат мы видим. Ну и совершенно другой уровень Минск, когда у тебя регулярные тренировки, ты находишься практически постоянно со своей командой. Ну, сильную разницу, ну, да, разница есть на табло. Ну, конечно, вот пробовать вот такими вот образом вводить мяч в игру, разыгрывать. И линию. Я вот не вижу вообще линию полузащиты. Вот она была на первых там 10 минутах. Как только забитый был первый гол, все, сразу сборная Гомельской области преобразилась. Смыкович теряет мяч. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, с данным соперником не принципиально. Но вот то, что Осмыкович не боится идти вперед, это классно. То, что она теряет мяч слишком просто, да, когда та же Побегайла либо Марчик обводит 2-3 соперников, то Осмыкович просто бежит на них. Ну, не знаю.
Разгонять атаки классно получается у Смукович. Тут не спорю. Чувство паса есть очень классное. Кашинская как, а? С мячом вращается Марчик. Смукович бьет. Вот как будто попрыгала перед ударом, мне показалось. То ли решила себя взбодрить, то ли решила подобрать ногу. Ну, вот так вот как-то на повторе не сильно заметно. Но было. Кашинская назад. Вот совершенно сейчас мы Красикову не видим. Так это мы не видим с вами, друзья, центральных защитников в игре. Не говоря уже про Малаеву. Это можно сравнить, знаете, да, если с хоккейной тематикой. Когда снимают вратаря с ворот. Ну вот, тут, мне кажется, сними вратаря с ворот. У команды сборной Гомельской области не получится подловить Минск. Хотя, опять же, мы посмотрим, что нам преподнесет второй тайм. В каком ключе пойдет игра. Я уверен, тренерским штабом и одной второй команды будут сделаны некие коррективы, поскольку вот если разбирать игру Минска, да, что плохо, что они как-то с легкостью теряют мяч, хотя и мяч находит их тоже очень просто. Наверное, не так дорожат моментом, как это требует от игроков такого класса. Но опять же, вот есть, да, вот почему с такими командами, как команда сборная Гомельской области, интересно играть и именно полевым игрокам Минска, да, и любой другой сильной команды, потому что можно себя как-то проявить, да, с надеждой, что, а вот меня заметят. Но опять же, профи-игроки скажут изначально, что замечают в крупных матчах. Да, прояви себя там с Неманом, прояви себя с той же Зоркой. Уже куда интереснее, чем с командой сборной Гомельской области. А вот брать на себя игру хотят все и тянут все одеяло тоже. Поэтому в таких играх тренерский штаб от сильных команд требует сплоченности. А вот ситуация с командой сборной Гомельской области, наоборот, другая. Боятся девушки ошибиться еще больше, психологически, чем самым не идут вперед, кому-то пытаются отдать мяч, подержать его. А ведь футбол это не горизонтальная игра. Все мы знаем это именитое выражение. Суровцева. О, классно сейчас действует против нее Кузьминцова. Шила подключилась. Ну и показывает Шила, что угловой не должен был быть. Не согласна она с этим. Кузьминцова. Получается у нее отобрать мяч. Спиной не сильно удобно принимать мячи. Марчик, да, добежала сразу вперед, быстро. И опять же, вот это вот мы видим уже, да, что штрафной Пинчук уже у нас. Грузит штрафной мяч Марчик, но не точно.
Снова Шила. Точнее, нужно действовать. Ну, мне кажется, что проще даже сразу уже и Громыко отдать мяч, чтобы Громыко выбивала. Поскольку я разницы вообще не замечаю, что Шила выбьет на игрока соперника, что Громыко. Марчик никто не встречает. Ух ты, как летит мяч, интересно, да? Ну, посмотрите, да, Кашинская как нашла Марчик. И офсайда нет там. Ну, вот про что и речь, про тренировки, про взаимодействие, как чувствуют друг друга игроки. Ну и вот сразу же быстрый перехват. Ой-ой-ой. Кажарская попадает мячом по Марчик. Ну и классно вот сейчас, да, действовал Тихонова Яна. Пыталась пойти в обыгрыш. Вроде что-то получилось. Потом мяч отобрали, она дальше продолжает бежать за мячом. Ну, то есть, вот. Надо пробовать, надо пытаться, не бояться в любом случае. Женская. Смыкович. Просто выбить мяч, говорят же вам, девчонки, выбить мяч. Тут вопрос еще попасть по нему. Ну что, у нас закончился первый тайм. Ничего не добавляет Коноплянникова. 7-0, друзья. Уйдем с вами на 15-минутный перерыв, после чего продолжим смотреть за матчем Минск, сборная Гомельской области.
Ну что, друзья, начинаем второй тайм матча Минска, сборная Гомельской области. Первый тайм нас очень порадовал, повеселил. Счет у нас 7-0. Отличались Станкевич, дубль сделала Побегайло, дубль сделала Эбби Эмонг, Энами, Суровцева и Осмыкович. Ну и тут же у нас вот с вами мы видим, начинает быстро свою атаку Минск. Асаула Ульяна вышла на поле. Интересно, кого она заменила. Сейчас будем смотреть. Замена в составе футбольного клуба Минск. Поле покинула Малаева Полина, номер 12. В игру вступила Ботиновская Инна, номер 22. Босяновская Инна, прошу прощения, появилась на поле. А Малаева Полина его покинула. Ну, будет интересно понаблюдать за таким Минском. Ну и да, все-таки я не ошибся. Асаула все-таки на поле у нас тоже есть. Это гол, друзья, и очень обидный и досадный, я бы даже сказал, для Минска. Кашинская забивает. 8-0, друзья, у нас буквально не прошло и 2 минут. Вот Асаула. Первое касание ее до мяча. Кашинская снова с мячом. Двоих сразу одним движением убирает она. Опять же, Кажарская там рядом. Ух, какой хороший удар, а, прямо сейчас у нас. Эбианоми наносит. На хитрик шла. Смотрите, да? Пушка для женского футбола. Пойти в створ, я думаю, навряд ли бы что-то Громыко смогла бы противопоставить. Ну и снова Шило вводит мяч в игру. Очень-очень неточно. И угловой. Очередной угловой. Ну вот я думаю, что сейчас как-то... решили быстро разыграть. Побегайло троих, четверых проходит, отдает хороший пас. Но Эбиадоми из-за опеки точным образом не прошла. Не добилась хорошего удара. Но Побегайло молодец, конечно. И слышно только, как главный тренер Гомельской области негодует. Хорошо, Шершовец Татьяна действует. Тоже вышедшая на замену. Ну вот сразу 3 замены в составе Минска у нас. Шершовец.
Поставлен, кстати, у Шершевец удар. И, кстати, одним из когда-то исполнителей стандартов тоже она пробовалась. Звучит свисток. Мяч в пользу сборной Гомельской области. Видим мы, да, что уже приходится даже вратарю Минска выходить на середину своей стороны поля. Уже и до центра добирается даже Бутяновская Инна. Ну и, конечно, я думаю, что просто нет работы большой у Малаевой. Именно поэтому прямо сейчас она покинула поле, вышла Ботяновская. Но опять же, и Ботяновской нужна практика. Нужна практика, потому что в такой команде, как Минск, на позицию вратаря должны иметься опытные игроки. Эбианоми. Эбианоми может сделать счет 9-0. Но мяч уходит на угловой удар. И бежит Пинчук подавать. Тот самый угловой. Но я надеюсь, что что-то уже можно и передумать Минску, поскольку столько угловых как-то, ну, интересных комбинаций, кроме маленьких розыгрышей вот этих вот. Ну. И вот потеря. Просто что обратно численное преимущество было больше у Минска. Мне, если честно, даже кажется, что по месту нахождения мяч где-то 50 на 50 находится даже в штрафной площади за все время игры. Вот как-то непонятно. Сейчас выпрыгнула Красикова Анна. Кому, когда, зачем. А вот, перспективно может получиться. Ну, как столбом просто. Сейчас выросла Саула. А убежать с нее пыталась Тихонова. Бегайла. Слишком простые движения делает Побегала. Я не знаю, как... Троих она. Троих может обвести вот так вот за раз. Закрутила в ближний угол. Она как будто бы на тренировке вот. Желтая карточка у нас. Зарабатывает ее прямо сейчас Кузнецова Вероника. Ну, не знаю, как кто. Но мне кажется, что даже с этой позиции... Непонятно, что хотела Побегайла. Вот Марчик показывала ей что-то. Марчик не поняла, Побегайла просто махнула рукой. Ну, это женский футбол. Друзья, тут... Чтобы тут что-то понять, тут нужно быть этим игроком. Иначе никак. И далеко вперед. На Ботяновскую. Ботяновская сейчас полевой игрок. Вот. 11-й полевой игрок.
Как хорошо-то, а! Отлично просто сейчас действовала Кузьминцова. Классный подкат. Ну и, кстати, чувствуется, вот даже на плохую погоду чувствуется, что есть люди на стадионе, есть болельщики. Немноголюдно, но есть. Удар. Прилетает удар, если не ошибаюсь. Наносила его Саула. Биономия. Вот это гол. Нет гола? А мне казалось, что сейчас, если переложится по мячу, то уже и некуда деваться будет Громыко. Быстрее, быстрее нужно вводить мяч в игру. Ой, какой мог сейчас хороший перехват-то быть, Диковец, а? И Саул как-то очень безответственно действовала. Вы смотрите, что вообще происходит. Красикова спокойно показывает, что своим опытом, своим уровнем футбола, ну, не позволит она вот так вот сборной Гомельской области действовать. И на самом деле, кстати, вот посмотрите, пожалуйста, очень важный момент. Если мы говорим про столичный клуб, атака. Клуб отлично, очень отличается линия нападения от линии защиты. Замена в составе сборной Гомельской области. Поле покинула Гут Анастасия, номер 5. В игру вступила Боровиченко Анастасия, номер 13. Да, покинула поле Агут Настя у сборной Гомельской области. И Боровиченко, тоже тезка ее Анастасия, появилась на поле. Снова вперед. Но далеко не получается что-то сделать и придумать. У сборной Гомельской области неточная передача через Шавец. Вот, кстати, очень интересная такая статистика у Побегайла, лучшего бомбардира пока что турнира. 19 мячей, да, на ее счету сейчас. И, внимание, ни одной голевой передачи. То есть, ну, это показывает, да, насколько, с учетом того, что она подает угловые, исполняет порой стандарты. И зато есть одна красная карточка. Очень многие европейские клубы, кстати, опять же, на Анастасию засматриваются. Девушке всего 17 лет. По меркам вот даже стран европейских, не говоря уже про СНГ, 17 лет, тот футбол, который она показывает, по крайней мере, то, что есть у нее в голове, да, скажем это так, достаточно впечатляет. Ну и вот, пожалуй, почему не пробить самой, я не понимаю. Пинчук что, не могла? Я думаю, могла.
Но не пожадничала. Кашинская дала мяч, но Кашинская не справилась с данным моментом. Сейчас тут Кашинская с мячом. Ух, какой фол. Это желтая, мне кажется. Да. Очередная желтая. Для сборной Гомельской области. Ну вот это уже тоже такой вот момент, да. Опасный, опасный. Смотрим мы, как много игроков Минска находится в вратарской площади. И побегала удар. Ну, читалось. В любом случае. Ну, это Диковец непонятно. Вот куда Диковец? 11 номер. Вот что ты в центре, кого ты, куда ты побежала? Что ты смотришь? Непонятно. Аут в пользу Минска. Побегайла быстро добирается до мяча. Руки нет, все нормально, все хорошо, никто не апеллирует. Носит мяч. Но недалеко. Минск пока что не может это придумать. Вот это вот тоже такое вот интересно. Не то, чтобы кто не может придумать, просто не совсем понятное передвижение по полю. Вот что. Вот вышли вот эти вот новые игроки. И сразу как-то невнятность в игре. Это же что у нас появилось? Саулыш и Шерешовец. Одна заменила Станкевич, я так понял, что вот вышла Саула. А вторая Сасан. Да, друзья, интересно в любом случае вот да, посмотреть хотя бы на один опасный момент у ворот Минска. Да, фантазировать я люблю, но все-таки, если посмотреть реалии, почему бы и нет? Спокойно действует сборная Гомельской области. Ну, это слишком спокойно, играя против Минска. Стать с мячом и подумать, эта команда явно не даст. Вообще никому из соперников, будь то сборная Гомельской области, будь то женская команда туринского Ювентуса. Замена в составе сборной Гомельской области. Поле покинула Пружина Татьяна. Да, Пружина Татьяна уйдет и появится Селицкая Валерия. Замена по позиции. Ну, много сегодня, конечно, Пружину повозили, скажем так, по газону, футбольным термином выразимся. С ее фланга прилетели мячи. Ну и вот так вот. Интересно, конечно, действует. Сейчас Минск.
посмотрите на Побегайло, да, как она низко опускается за мячом. Вот уровень, да. Такой танк не остановить, я бы сказал. Бианоми прорывалась, неточную передачу только сделала. Там попыталась ее Боровиченко придержать за руку, но это как будто бы и не было ничего такого. Выносить мяч нужно, девчонки. Видите, просто сколько игроков в красно-белой форме. Пинчук у мяча. Опять разыграть Побегайло. Это мы где-то уже видели. Совсем не точно. Непонятные розыгрыши. Вот честно, непонятные. И Минск постоянно их проводит. Почему не отдать толком передачу? Я не понимаю. Не понимает Марчик. В чем проблема? Почему аут в пользу сборной Гомельской области? Наверное, потому что ее командой были нарушены футбольные правила. Все очень просто. Да, друзья, я думаю, что все-таки будет еще у нас и не один забитый мяч. И мы увидим в любом случае двойные цифры на табло. Но это будет чуть попозже. Пока вот как-то вот так вот из раздевалки вышли. Ну и как я уже сказал, что эконом-режим. Просто никто же не говорит, да, вот сейчас гнать Минску вперед. Да, тем более им это не нужно. Просто хочется видеть класс игроков. Тот класс, который есть вот по первому тайму, в плане, что техника, точность передач. Не ударить, чтобы ударить, а ударить, чтобы показать какой-то игрок. Поскольку, опять же, как болельщикам нам интересно. Ну и тем более мы говорим о команде, которая будет представлять нашу страну на международной арене. Хорошо, вперед. Здесь пробежала Богдан. Так вот, друзья, даже если Минск сегодня выиграет, а мы уже с вами понимаем, я думаю, что Минск выиграет, то сравняется с Динамо по очкам, имея на одну игру больше, пока что больше. Однако будет отставать все равно на втором месте, поскольку в личных встречах Динамо было лучше. А у Динамо, кстати, предстоит тоже непростая игра. Буквально через 1,5 часа сыграет Динамо с Неманом. В Гродно матч будет. С тем самым Неманом, хорошо заметить, который буквально не так давно не уступил Минску в основное время, и только по пенальти в кубковом матче Минск как-то сумел, да, покарабкаться. Поэтому интересно понаблюдать за тем Неманом. Что же касается следующих матчей, то Минск опять едет в качестве фаворита в Брест. Я думаю, что там тоже добудут 3 очка.
девушки из столицы. А вот сборная Гомельской области будет дома принимать Витебск. Вот там есть шанс зацепиться, есть шанс побороться и взять хотя бы ничейный результат, а может быть даже претендовать и на победу. Хотя, порой так и бывает, что сыграв с сильным соперником, посмотрев максимально свои все слабые ошибки, следующая игра усиливается в любом случае. Ну и интересный матч нас ждет в 15-м туре. Это уже вот после вышесказанных матчей здесь, в Минске, встретятся лидеры турнирной таблицы Минск и Динамо. Вот это будет захватывающе. Это будет захватывающе. Я думаю, что опять же, да, вот тут вот есть такие два расслабляющих матча у Минска с Гомелем и Брестом. Динамо чуть будет посложнее. Однако тонус команды, чтобы не пропал, чтобы не исчез. Но это еще и не все матчи. Конечно же, мы еще в Кубке увидим встречу этих двух команд. Поэтому, конечно же, я призываю всех болельщиков и любителей футбола сходить. Обязательно посетить данные матчи. Ну, а если нет, то посмотреть их на сайте АБФФ. Ну, вот пока как-то так вот... Я не скажу, что Гомель стал играть лучше. Нет, я скажу, что Минск стал играть хуже. Непонятно вот почему. Вроде бы делают все то же самое. Ну, как-то нет такой целенаправленности, что ли. Брака много. Много брака, и это плохо. Ну, вот сразу с лета попробовала ударить Кашинская. Ну, не получилось. Крупный счет. Пожалуй, такой футбольный крупный счет мы давно уже не видели с вами. Даже те, кто ходит попалеть на Динамо за свою какую-нибудь любимую сборную в плане Евро, который сейчас проходит. Опасный момент. Суровцева пробивала и прямо в Громыка попала. Так вот, да, опасно было. Что касается Евро, раз уже начали говорить, приглашаем всех совместно с одним из организаторов Федерации футбола Беларуси посетить стадион. Все-таки начались матчи плей-офф, они куда интереснее, чем групповой этап. Борьба куда круче. Вчера у нас Италия обыграла в добавленное время Австрию, вышла. А Уэльс проиграл Дании. Еще один опасный момент. Пинчук вырезала классную передачу. Не смогла нападающая Минска замкнуть ее. Лишила у мяча.
Что касается, кстати, белорусского футбола, имеется в виду сейчас высшей лиги, тоже интересно. Вот потерял очки Шахтер с Брестом. Сыграли в ничью они. Ну и вот у БТ будет шанс оторваться. Чуть-чуть приблизиться, прошу прощения. Матч из торпедо на штанга. Спасает Гомеля еще от одного забитого мяча. Вот это борьба. Вы посмотрите просто. Максимально интересно, максимально неудобно. Сейчас Тихонова находилась под Кашинской, но справилась. И Тиковец, конечно, набегалась, но много бегает, а как-то такой вот даже и ни прессинга, ни угрозы не составляет. Головой удар. Ну вот, видите, о чем речь, друзья. Ну как можно так позволить, да, реализовать данный угловой? Просто дать в ноги мяч сопернику. Куда торопиться? Куда? Вот этот вот сейчас что происходило. Вот, поэтому мнение вот со стороны, да, многих болельщиков даже, что все-таки Минск еще не готов быть чемпионом. Второе место, да. Но никак не первое, поскольку даже наблюдая за играми Динамо, мы видим, что та команда не выключается из борьбы ни на секунду все 90 минут. Играют девушки. Да, друзья, тем самым у нас осталось очень мало основного времени. Буквально 13 минут. И вот только один забитый мяч мы с вами увидели во втором тайме. Разговоры в раздевалке пошли на пользу все-таки для сборной Гомельской области. Убегайла. Техника. Забивать надо. Вот это да. Шавец, конечно. Не ожидал я, что вот в таком эпизоде, когда мяч просто прилетит тебе в ноги. Ну, чуть-чуть, да, высоковато мяч отпрыгнул, но все равно можно было забивать. Очередная замена у нас, друзья. Да, Тарасенко покидает поле. Наигралась сегодня одна. Ну и еще раз. Замена такая не то что по позиции, но достаточно интересная. Реут Анна вышла у нас вместо Тарасенко, и я думаю, что свежие силы, по крайней мере, что-то сможет она сделать в атаке. Хотя бы какой-нибудь сюрприз преподнести или убежать. Но есть время, тем более, и по игре Минска видно, что попытка не пытка. Вот такая вот у нас идет перепасовка прямо сейчас от игроков Минска. Звучит свисток.
И сравнительно у Коноплянникова и Елены тоже сегодня главную судьи мало работы. Ну что, будет опасно, опасно будет. Отдает передачу. Не решилась бить. Там был острый угол. Очередной угловой удар у нас. Посмотрим, как справится на этот раз сборная Гомельской области. Гол. Гол. Наконец-таки мы увидели с вами гол. И это хитрик, друзья. Это хитрик. 25 номер забивает на 81-й минуте. Эби Аноми. Поздравляем ее. Довольно. Ну, хитрик для центрального защитника. Это, в принципе, хороший результат. 9-0. 9-0. И есть все шансы зайти на 10-й забитый мяч. Хорошо, хорошо. Здесь Суровцева. Ах, Шершавец. Ну, не летит сегодня мяч в ворота, а? Просто подбадривают сейчас. Все вратаря сборной Гомельской области. Громыко. Ну, пока как-то незаметно вышедшая на замену Боровиченко Настя у сборной Гомельской области. Позиционно, да, вот так вот обороняется команда из Гомеля. Прям в ворота мяч заносит Пинчук. Мне кажется, что это даже был бы у нас ВАР. Можно было бы еще и посмотреть. Может, побегала это и отличилась. Прям на линии. Браво, Пинчук. 10-0, друзья. На 83-й минуте у нас становится. О чем и речь? О чем и речь? Тот самый двойной счет. А не буду судить, сможет ли Минск забить еще один, поскольку хочется пожалеть уже команду из Гомеля. Бианоми на покер шла. Опять же, недоволен тренер сборной Гомельской области. Просит встречать нужно, конечно же. Это же одно из первых правил футбола — идти на бьющего. Не, ну если бы еще очередной мяч с углового залетел. Обидно что? Обидно для Гомеля другое, что два вот этих вот последних мяча залетели с углового уже в последние 10 минут матча. Сколько до этого было угловых? Ни одного забитого мяча. Ну и опять же, вот как я и говорил, Минск, зачем разыгрывать? Грузите в штрафную. Загрузили, 2 мяча забили. А эти близкие розыгрыши, они никуда ни к чему не ведут. Крайне редко. Их просто нужно уметь реализовывать. Побегайло. Смотрите, где побегайло просто.
Дальний удар. Ох, близко, что со штангой мяч прилетает. И Громыко никак не реагировала, кстати, на мяч. Я не думаю, что она была уверена, что мяч не залетит в ворот. Видим мы с вами, что вот ветер обвалил просто рекламную стойку. Гуляет на стадионе легенький ветерок. Ну и да, друзья. Видим мы класс команды. Класс команды Минска. Ох, отличается, наконец-таки отличается Шершавец. Ну, поздравляю. Вот теперь, можно сказать, не зря вышла на замену. На 86-й минуте гол. И счет у нас 11-0. Сборной Гомельской области забила Шерешовец Татьяна, номер 5. Да, друзья. Есть над чем подумать, поразмышлять. Причем обеим командам. Поскольку вот второй тайм Минску показал, что так играть нельзя. Посмотрим на следующую их игру с Брестом. Еще, может быть, они исправятся. Побегайло. Ух, вот это Громыко. Просто аплодирую. Аплодирую, браво. Не дала она единолично возглавить таблицу бомбардиров Побегайло. А вот Пинчук еще на один забитый мяч претендовала. Ну и как там Ботяновская, мне вопрос. Как там вратарь Минска? Не промокла ли она? Вот тот самый момент, когда во время игры ты напрягаешься меньше, чем на тренировках. Это хорошо, на самом деле. Для как раз таки, в принципе, показанного результата Минска. Для игрока, понятное дело, не очень. Красикова. Вот та самая Красикова. Ух! Ничук как на мяч летела, а? Угловой. Но если с этого углового мяч залетит в ворот, это будет просто топ нарезок, мне кажется. Руки там не было. Прижато. Прижато, все нормально. А вот она, контратака. Может получиться хорошая. Ах. Не хватает сил, конечно же. Посмотрите, а. Все-таки, ну, молодец. Я Тихоновой ставлю хорошую оценку за матч сегодня. Это в команде сборной Гомельской области. Чуть ли не лучшая она. Красиков, вот где центральный защитник должен быть, а? Угловой удар. Но опять же, если, да, кого-то выделять, ну, в составе того же Минска, Побегайло, понятное дело, выделю. И, наверное, можно выделить еще Эбианоми. Все-таки не зря хитрик сделала, тем более у нее такая позиция. Браво. А что касается команды сборной Гомельской области, то Тихонова и Кожарская. Вот эти два игрока, которых стоит взять на карандаш в сегодняшнем матче. Ну и в целом, конечно же, вот у нас идет уже последняя минута основного времени. Станкевич сегодня начала забивать голы. Побегайло отличалась. Эбианомия, Суровцева.
Смыкович, Кашинская, Шишеровец, Пинчук. Тут, в принципе, много забитых мячей. Прошлись, я бы так сказал, по сборной Гомельской области. Одни из лидеров чемпионата. И свисток звучит буквально в последней секунде матча. Я думаю, что это последний стандарт в данной встрече, друзья. Побегайло грузит в штрафную. А Эбби Аноми не забивает. Ну что ж, друзья, Минск, сборная Гомельской области, 11-0. Набирает своих простых 3 очка Минск. И в следующем матче отправляется в Брест. Большое спасибо, друзья, за просмотр такого интересного матча. С вами работал Владислав Франкевич. До новых встреч на белорусских полях. Сборная Гомельской области, лучший игрок, номер 6 Тихонова Яна. И лучшие игроки получают призы, памятные от магазина soccershop.by. Благодарим болельщиков за поддержку и команды за красивую игру. До новых встреч на нашем стадионе.